Добрый день, дорогие друзья! 同学们好， Рада вас приветствовать на уроке китайского языка. И сегодня урок ведут преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете. Я Саганалиева Джилдыз и моя коллега Тенгличия. 我们来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的汉语教师，在我旁边的是朱乐德兹老师，我是邓老师。 Также сегодня у нас в гостях ученики учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 Умуржанова Зарема и Акунов Эдиль. 大家好， Учебник, по которому мы будем заниматься, это легкий китайский, 4-я часть. И тема нашего сегодняшнего урока называется «Болеть». 我们用的教材是轻松学汉语第4册。我们今天要上课的内容是第3课生病。 Итак, ребят, начинаем изучать новые слова. 我们一起来学生词。 Ребята, сейчас читаем за Дэн Лаоши. 请跟我读对。 对， Предлог к. 医生、医生， Врач. 病、病， Болезнь. 生病、生病， Болеть. 痛、痛， Боль. 头痛、头痛， Головная боль. 咳嗽、咳嗽， Кашлять. 发烧、发烧， Температура. 感冒。 感冒， Простудиться. 不要。 不要， Не надо. 现在我们再读一遍。 Сейчас, ребят, еще раз прочитаем новые слова. 对， 对， 医生、医生， 病、 病， 生病、 生病， 痛、 痛， 头痛、 头痛， 感冒、 感冒， 发烧。 发烧， 不要。 不要， Отлично. Итак, 对， 对， 妈妈对我说， 妈妈对我说， 她今天不工作。 她今天不工作。 итак, иероглиф «тое». Перевод предложения. Мама мне сказала, что она сегодня не работает. 医生， 医生， 他们都是医生。 他们都是医生。 Итак, следующее слово это врач. Тамэн тоже医生. Они все являются врачами. 医院， 医院， 妈妈去医院了。 妈妈去医院了。 很好。 Мама пошла в больницу. 生病， 生病， 今天她生病了。 今天她生病了。 Сегодня он заболел. 痛， 痛， 你哪儿痛？ 你哪儿痛？ Где у тебя болит? 头痛。 头痛， 爷爷常常头痛。 爷爷常常头痛。 У дедушки часто болит голова. 咳嗽， 咳嗽， 他咳嗽了。 他咳嗽了。 У него кашель или он кашляет. 发烧， 发烧， 我发烧了。 我发烧了。 不能去学校。 不能去， 不能去学校。 不能去学校。 好， У меня температура. Не могу идти в школу. 感冒。 感冒， 我的朋友感冒了。 我的朋友感冒了。 对， Мой друг простудился. 我们再读一遍。我的朋友感冒了。我的朋友感冒了。不要。不要，
不要出门。不要出门。 Не надо выходить на улицу. 好，现在我们看这是它的什么地方？ Итак, ребят, сейчас читаем за Дын Лауши. 头发、头发、眼睛、眼睛、耳朵、耳朵、鼻子、鼻子、牙齿、牙齿、头、头、手、手、身体、身体、腿、腿、脚。脚。 Отлично. Итак, ребят, скажите, пожалуйста, как будет на китайском нос? Ага, Зарема. 鼻子、 Отлично. Рука. Кто знает? Эдиль. 说 Шоу. Да? Шоу. Шоу. Отлично. Итак, а как будут волосы? Волосы. Зарема. 头发、 Замечательно. Тоуфа. Эдиль. А как будет уши? Ухо на китайском. 耳朵、 Ардо. Хао. Так. А нога? Нога. 腿、 Той. И этот иероглиф джао, как переводится? Джао. стопа, Хао. Хао. Тихо. А сейчас, ребят, мы поиграем в игру «Угадайка». Правила игры таковы. Здесь на экране будут появляться разные картинки. Задача одного ученика с помощью мимики или жестов объяснить эти слова, а другой ученик будет отгадывать. Поиграем в игру. 接下来我们一起来做游戏，你演我猜。上来表演的同学，我们可以获得小礼物。 У нас есть, мы приготовили для вас маленькие подарки, ребят. Итак, кто будет показывать, кто будет объяснять? Зарема. Отлично. Выходим. Эдиль, внимательно смотрим. Хао. Итак, появляется картинка. Что это за слово? Эдиль, как ты думаешь? 头疼、 Отлично. Тоутон. 头疼、 Ага, Эдиль. 牙齿疼、 Замечательно. А как мы перейдем? Ячи, тон. зубная боль, Правильно, зубы, значит, болят. 手疼、 Хорошо. Мгм. 咳嗽、疼、 А мы говорим только кысоу, да? То есть кашель, кысоу. Мгм. И следующее. 不要、 Очень хорошо. Буяо. А, ребят, отлично справились с этим заданием. Итак, ребят, это к вам. Зарема. Здесь. А сейчас, ребят, мы научимся писать новые иероглифы. 我们一起来写汉字。今天我们要写的汉字是耳。 Сегодня мы будем писать иероглиф «ар». Итак, ребят, 耳的意思是我们的耳朵。 «ар» мы знаем, да? Это? уши。 好，好，ребят, начинаем. 我们先写拼音耳。 Сперва мы будем писать транскрипцию «ар». Итак, ребят, покажите, пожалуйста, что у нас получилось. 很好。然后我们写第一笔横， Сперва идет горизонтальная линия. Мгм. 第二笔竖， Вторая. Вертикальная линия. Хорошо. 第三笔是一根稍微长一点的竖， Еще одна. Вертикальная, но подлиннее. 第四笔横， Следующая, четвертая, это тоже горизонтальная. 第五笔横， Тоже горизонтальная. 第六笔横。 И последняя, тоже горизонтальная. 这个横比之前的横都要长。 Эта линия должна быть уже самой длинной. Имеется в виду горизонтальная. 写好了，可以给电视机 Давайте 前的 покажем, что у нас 同学们 получилось. 看一看。写的非常好，我们看下一个字。
下一个字是心， Следующий иероглиф, ребят, это син. 我们先写拼音心。 Сперва пишем, ребят, транскрипцию. Син. 心的意思是我们的心脏。 Ребят, мы знаем перевод? Син – это Сердце. сердце. 对， 好 好 сердце. 第一笔点， Итак, первое. Точка, ребят. Точка. 第二笔有一点难，叫弯钩。 Вторая. Вертикально изогнутая с крюком вверх. 第三笔点， Точка. 最后一笔点。 И еще. Точка. 可以给老师看一看你们写的字， И что у нас 写 получилось? 的非常好。 Отлично, ребят, очень красиво. Молодцы. Итак, ребят, на этом наш урок подошел к концу. 以上就是我们今天的上课内容，再再见。见。